Дорогие мои, я зря печалилась вообще. Дама оказалась сюрпризом. Данная женщина, которая эту колоду создавала, в общем, создала тут довольно необычные, интересные расклады, которые мы обязательно должны освоить с вами. И эти расклады, естественно, про любовь, потому что это Таро сердца, потому что тут у нас 50 путей к божественной любви. И как же мы можем упустить такой великолепный момент? И вот самый первый расклад, который дама, значит, с такой тщательностью продумывала, с такой гениальностью создавала. Смотрите, мы сейчас будем делать 3 варианта, да? Что вам надо сделать? Вам надо выбрать камень. Вот то ли у вас будет, значит, сердолик, да? То ли у вас будет, значит, аметист кварц, то ли у вас будет, значит, унакит. Я вот так их кладу. Вот так я их кладу. Вот. И смотрите, у нас есть 2 стопки. Оказывается, дама-то еще и руководство такое написала, да? Ее вот эти карты, 25 арканов, она попросила разделить на 2 стопки в этом раскладе. И первая стопка содержит с нулевого по 9 аркан 10 карт. А остальные вторая стопка содержит. Так вот, вы загадываете человека для отношений, значит. И можно на 3 позиции, вот даже чтобы сравнить, да, загадать разных людей. Вот я так считаю. И, значит, мы смотрим 3 карты в этом раскладе. Первая карта показывает этого человека, с кем мы сталкиваемся. А остальные 2 карты показывают, что между вами возможно, или если уже отношения существуют, что необходимо, потому что вы можете загадывать какого-то эфемерного будущего любовника, представляете? То есть не только существующего вообще, а вот какие у меня будут отношения, можете спросить. Вот, допустим, вы даже можете загадать конкретных 2 товарищей и какие-то эфемерные будущие отношения, да. И вот вторая карта отвечает, значит, что необходимо или что между вами возможно, вот. А третья карта показывает исход этих отношений, представляете? Поэтому давайте мы с вами тут вот проведем уже такой интересный эксперимент. Смотрите, я перемешиваю первые 10 карт. Первые 10 карт. Вот. И, значит, мы с вами выкладываем. Первый, значит, любовник, второй любовник и третий любовник. Да? Это все любовники. Представляете? Полюбовнички. Муж тоже любовник, так что не переживайте. Дальше, значит, мы берем и остальные арканы перемешиваем. Перемешиваем остальные арканы. И теперь у нас пошло, значит, тут рядами, да, вот первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Тут рядами у нас идет. И, значит, что между вами возможно или что необходимо. Кладем, значит, первая позиция, вторая позиция, да, и третья позиция. И какой исход ваших отношений, значит, первая позиция, вторая позиция. И третья позиция. Вот такой интересный у нас расклад. Давайте теперь его рассказывать, этот расклад. Итак, значит, мы берем самую первую позицию сначала, да? С кем мы сталкиваемся с вами? Кто это? Кто этот товарищ? И у нас тут, значит, на первой позиции мы столкнулись с человеком, которого олицетворяет карта правосудия. По сути, на первой позиции у нас честный человек. Он такой немножко суховатый, этот человек, может быть, немножко не романтичный, но этот человек явно для серьезных отношений. Вот, серьезные отношения, старается быть честным, справедливым в отношениях. И работящий, скорее всего, человек, у которого есть какая-то определенная профессия. Я считаю, что может осуждать. Часто эту карту показывают знак зодиака Весы, да, то есть очень сильно соответствует весам, потому что на самой карте даже весы у нас изображены. Вот я вам сейчас поближе покажу. То есть почему вот он олицетворяется, да, вот этой картой. Может быть, у него знак зодиака такой, но это, конечно, не обязательно, вас много, а карта одна.
Но в любом случае это кто-то надежный. Вот тот, кого вы под первым номером загадали, совершенно надежный человек, хороший человек. И я считаю, что даже если пусть он в отношениях суховат, но он как будто отвечает отвечает вам на что-то. То есть, если вы с ним романтичны, если вы с ним любвеобильны, если вы с ним страстны, он будет отвечать этим же. Если же вы с ним суховаты, если вы с ним строги, он будет строгим. Понимаете? Вообще считает, что все должно быть поровну в отношениях, все по справедливости, но может быть чересчур строгим в некоторых вопросах. Ну, то есть прям принципиальным. Прям вот если вот он уперся на какую-то определенную тему, ты его уже потом ничем с этой темы не сдвинешь. Однако такой человек может жениться, выходить замуж, если мужчины гадают на женщин, да, и, соответственно, больше всего для брака подходит, да. Ну как, не совсем больше всего из всей колоды. Для брака еще подходит император, например, и иерофант. Но все-таки вот я считаю, что правосудие, справедливость довольно такой человек, вот, который все-таки за традиционный брак прям борется, старается, чтобы вот были действительно хорошие такие отношения семейные. Так, кого вы второго загадали здесь? Будем смотреть, кто второй. Второй у нас явный отшельник. Кто такой отшельник? Да? Может быть, этот человек по отношению к вам отшельник. Может быть, этот человек по отношению ко всем отшельник. Такое иногда бывает. Но, конечно, у такого человека есть программа одиночества. То есть, может быть, он по отношению к вам хочет быть отдельно, да? Тот, кого вы загадали. А может быть, этот человек просто одиночка, интроверт, тот, кто защищает свое личное пространство, часто уходит в себя, старается больше посвящать времени себе, там, допустим, работать, старается, да, и он мудрый, он может быть мудрым вполне, потому что тот, кто умеет молчать, тот, кто умеет, как-то уединяться, да, он часто бывает мудрым. А еще, вы знаете, он может символизировать человека под знаком зодиака Дева. На самом деле, это я уже от себя добавляю, потому что отшельник соответствует этому знаку зодиака. Однако в любви он, конечно, более здравомыслящий. Более здравомыслящий такой, суховатый, я бы сказала, для страстных отношений не подходит. Он может исцелять. Вот, допустим, отшельник может появляться в вашей жизни, чтобы в каком-то смысле исцелить ваше сердце, поговорить с вами, пообщаться, но он не такое чувство, что он надолго, да. То есть сразу же показывает некоторую пассивность в личных отношениях, особенно не хочет серьезных отношений. И я считаю, что вот появляется в каком-то эпизоде, то есть не навсегда. Хорошо, и третий человек, которого вы здесь загадали, это у нас верховная жрица. Представляете, какое олицетворение интересное? Этот человек очень глубокий, он связан с Луной, он связан больше всего с подсознанием, то есть в любви у такого человека могут быть секреты. Вообще человек секретничает много в жизни, старается быть таинственным, загадочным, интересным. Или это мистер или миссис Икс. Да, может быть, вы загадали кого-то, кого вы не знаете еще. И, конечно, также у такого человека есть эзотерические способности, магические способности. Вообще любит эзотерику или может быть связан с эзотерикой. Иногда не признается в этом. Многим кажется скептиком, но на самом деле во все это верит. Мудрый человек, вот, у него много женской энергии. Если вы мужчина загадали женщину, хорошо. А если женщина загадала мужчину, да, здесь, то у него есть что-то от женщины. То есть он может мыслить как женщина, он может быть более мягким. И в то же время, конечно, жрица показывает очень сильную любовь. Любовь в каком смысле, да, вот именно платоническую. То есть не страстную любовь, а вот именно единение душ. Поэтому третий человек – это человек для души. То есть если первый человек – это для честности и брака, второй человек – эпизод для исцеления, то третий человек – это человек для души и тоже вполне для серьезных отношений. Вот. Тот, с кем у вас довольно глубокая связь, я бы сказала, очень сильно глубокая связь, мощная такая. Хорошо. Что возможно между вами, да, или что необходимо, особенно если отношения уже существующие. Первая позиция, что возможно или что необходимо, это у нас звезда.
Звезда в любом случае показывает, что нужно сейчас, сегодня, здесь, как говорится, наслаждаться временем, которое вы проводите вместе. Или временем развития ваших отношений. То есть в любом случае эти отношения надо развивать. Если вы еще этого человека не знаете, или вы еще не в отношениях с этим человеком, то нужно в сердце, чтобы была надежда на эту любовь. И именно надежда на чистую любовь соединит ваши души вместе. То есть это прям как совет, что необходимо, да? Отношения могут быть очень сильные, духовные, приятные. Человек может даже быть для вас наставником, тем более, что он справедливость. Вот. Но если вдруг вы еще не в отношениях, то надеяться на эти отношения обязательно надо. И, конечно, между вами уже течет энергия. То есть это совершенно точно. Мы здесь видим два сосуда. Из них вытекает вода, живая и мертвая. И идет такой обмен, да. И я считаю, что есть такой вот подарок от этой карты всегда, да, что сбываются какие-то мечты, желания ваши в жизни от этих отношений. И эти отношения могут вас воскрешать вообще в будущем. Ну, то есть как-то вас реабилитировать, восстанавливать. Вот. И это какая-то спокойная жизнь. Вот знаете, период благодатный и спокойной жизни именно. Так, что необходимо или возможно между вами по второй позиции? Здесь у нас вышла карта благотворительность. Ух, какая интересная карта. Она, по сути, показывает огромную любовь и страсть. И они приносят как вам счастье, так и окружающим людям. Вот. Может также быть зрелая любовь. И если вы еще не начали эти отношения, да, если не начали отношения, то любовь в будущем, то есть вы найдете свою любовь, и она будет как, для вас как подарок. Также карта показывает безусловную любовь. И получается, смотрите, мы же видим здесь отшельника, мы же видим одиночку. И здесь скорее не потому, что он одиночка, потому что вы, да, вот по отношению к вам. А скорее он одиночка, в принципе, по жизни, но у вас с этим человеком может быть очень сильная любовь, либо зрелая любовь, да. Вот. И что нужно, да, что нужно, это разделить эту любовь, несмотря ни на что. Потому что иногда ты не можешь разглядеть в таком вот человеке замкнутом сначала вообще какие-то чувства. То есть еще эти чувства надо разглядеть. Хорошо, третья позиция. Что возможно или необходимо? И здесь у нас карта сила выпала. Это тоже очень хорошая карта. И она показывает, что в отношениях вы должны проявить терпение с таким человеком. Вот. Особенно характер этого человека для вас загадочный, учитывая жрицу, да. И нужно сначала его понять. Он может иногда выходить из-под вашего контроля, учитывая его таинственность, да, и вы можете вообще не понимать этого человека, и нужно ждать, нужно приручать, и нужно, как-то, терпеть вот то, что вам внутри очень тяжело и плохо, да, когда вы, не знаете, вообще любят вас или нет. То есть человек скрывает, и он не всегда, ты понимаешь, что вот он, да, что у него внутри есть, что-то нет, будет он ради тебя делать, что-то не будет. То есть терпение принесет любовь, которую вы желаете, но только нужно вот время, чтобы эту жрицу, так скажем, обкатать, потому что, она так быстро не поддается, да, любви. То есть у нее есть духовная любовь, у нее очень сильная платоническая любовь, но вы не сразу можете человека, так скажем, раскрутить на то, чтобы он был полностью искренним с вами. Это со жрицами, жрицами, да, всегда проблема. Они тоже несколько интровертивны, тоже уходят вглубь себя, и они могут очень сильно действительно любить, осознавать, что это вторая половинка, но не распадаться там в любезностях, в лобызаниях, в комплиментах, то есть даже если это мужчина. И для женщины это вообще не свойственно. Вот, поэтому здесь терпение и только терпение необходимо, и возможно отношения через трудности, потому что нужно уметь поддержать вот эту сломанную колонну и подчинить ее, так скажем. Хорошо, исход первых отношений.
Надежда. Вот видите, карта надежда выпала. По сути, иногда это даже возвращение любви. То есть вот эта вот надежда, она дает не только надежду на крепкие отношения, да, но если вдруг вы с этим человеком имели трудности в отношениях, то она дает как исход надежду на возвращение этой любви. Надежда всегда показывает, что любовь близка. И по сути, вы можете вдохновляться этими отношениями, по сути, в них вполне все может быть хорошо. Вот. И также она может делать отношения довольно стабильными. Ну, я считаю, что это хорошая карта. И если вдруг у вас будет брак, действительно, стабильные отношения, то она дает надежду на то, что это вот надолго, навсегда. То есть хорошая карта, действительно. Так, вторая позиция. Исход вторых отношений – это карта суд. И, конечно, мы же знали, что у нас тут отношения с отшельником. Вот, поэтому, ну, я бы сказала, исход – это удовлетворение и радость все-таки, да. Вы примите правильное решение относительно вот этих отношений. У вас особая связь здесь в любом случае. Как я говорила, может быть, даже это эпизод, но кармический. Таких людей может тянуть друг к другу, и даже иногда карта показывает второй шанс. То есть суд, он приносит начало и конец, ну а потом предоставляет второй шанс для любви и новое начало для этих отношений. Поэтому тут люди могут расставаться, но потом возвращаться друг к другу. И именно такой исход показан по второй позиции. Очень интересный, кстати. И третья позиция, исход, это Солнце, представляете? Тут получается награда за то, что вы уже заслужили, да? И вы, кстати, судя по этой карте, вернетесь в состояние некой беззаботности в этих отношениях, хотя сначала явно чувствуете напряжение и очень сильное. Много терпения придется проявить. Но в итоге у вас даже могут быть по третьей позиции, да, общие дети. Смотря какую позицию вы загадали, или все три, да. Вот здесь все три позиции очень интересные. И поэтому здесь как будто бы любовь растет, как исход, да, этих отношений. Любовь растет, она укрепляется постепенно. Плюс семейные отношения, да, мы здесь видим. В будущем детей, там, может быть, да, или внуков. Внуки тоже это дети и тоже объединяют. И вот я считаю, что Солнце – это счастливая карта. Она показывает, что здесь все это терпение, да, оно вознаградится сторицей. Поэтому вот такие у нас три варианта разных отношений, да, и вы можете анализировать уже, какие из них лучше и что с каждым из них делать. Вот такой ответ сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.